Вы смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Если кто-то сказал «семья», президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Смотрим под ноги и сохраняем баланс. Недавний снег принес немало проблем для жителей Якутска. Расскажем об этом более подробно. Василий Теркин на якутский лад. Военная картина про рядового Егора Черина собрала более 1,5 миллиона просмотров на YouTube. Владимир Путин заявил о необходимости формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Российский лидер отметил, что главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. По его словам, это представляет угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны. Путин также заявил, что социальные выплаты, финансируемые из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Президент подчеркнул, что в бюджете достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. Глава государства также предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции. Программа туров с кэшбэком заметно повысила спрос на туристические поездки во время пандемии коронавируса и сделала более доступными отдых в России. Поэтому Российский союз туриндустрии обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить акцию на еще 1 год. В Российском союзе туриндустрии предлагают продолжить финансирование программы туристического кэшбэка, сфокусировав продажи туры на период со второй декады января по апрель и с октября по декабрь. А для стимулирования ранних продаж разрешить реализацию туров с кэшбэком на низкий сезон 2022 года. В Якутии продолжается социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». АДПИ – это автономный домовой пожарный извещатель, устройство, предназначенное для своевременной подачи сигнала тревоги в случае очагов возгорания. Установка таких устройств – один из способов профилактики пожаров. Извещатели позволяют своевременно обнаружить возгорание и подают звуковой сигнал о пожаре. Громкость таких квартирных извещателей достигает 85 дБ, что достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей. Организатор кампании – Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии. В акции может принять участие каждый житель республики. Снег, выпавший сегодня ночью, преподнес немало хлопот для горожан, особенно для коммунальных служб. Какие работы сегодня велись в течение дня и благодаря кому не наблюдались перебои в функционировании города, в материале Дмитрия Тымырова. Уже с раннего утра дорожные службы, а именно работники Якутдорстроя, вышли очищать улицы и площади столицы от выпавшего снега. Всего было задействовано 12 единиц спецтехники и более 30 работников. Ну вот мы с утра и начали работать. А до скольки, не знаю за сколько, как закончим, да и все. Все еще. И вон погрузка идет сразу же, грузится вот эта все куча, все. А задание у вас сегодня убрать только площадь Ленина или есть другие объекты? Нет, площадь Орджоникидзе еще есть. То есть после площади Ленина двинете в ту сторону? Да. Между тем, также на усиленный режим сегодня перешли инспектора ГИБДД. Они в течение дня патрулировали на главных улицах Якутска и контролировали дорожное движение. Особое внимание было уделено дорогам, которые расположены в центре столицы, а также рядом с объектами образования. Напомним, с этой недели учащиеся начальных классов перешли на очное обучение. Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, чтобы не допустить возникновения дорожно-транспортных происшествий. На территории города Якутска и его пригородов зарегистрировано 289 дорожно-транспортных происшествий. Из них 12 человек погибло и 354 получили ранения. В целом за сутки у нас, это у нас за 9 месяцев статистика, в целом за сутки у нас зарегистрировано по городу 6 ДТП. Это из них столкновений 5 и 1 наезд на пешехода. В результате он получил травму. Между тем, управление дорог Вилюй просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок. Сейчас из-за обильного снегопада в ряде районов Якутии ухудшилась дорожная обстановка. Дорожные полицейские просят соблюдать все меры безопасности. Водителям, конечно же, хотел порекомендовать, если выехали на дорогу, где сложные условия, как мы видим, связаны с гололедом, зимней скользкостью, главное не волноваться. И соблюдать 2 основных правила. Это, во-первых, соблюдение дистанции,
до впереди идущего транспортного средства, а также соблюдение скоростного режима. Неблагоприятные погодные условия сегодня наблюдаются в Хангаласском, Горном, Ленском, Алекнинском, Сунтарском, Мирнинском районах. Здесь местами ожидается порывистый ветер в 15 метров в секунду. А завтра, 13 октября, на северо-востоке возможен сильный снегопад. Ночью температура воздуха может опуститься до -9, -15 градусов. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В Якутии полностью завершена навигация для маломерных судов. Риск происшествий на воде крайне высок, напоминают в региональном отделении МЧС России. Сейчас речники консервируют суда, готовят на зимнее хранение и безопасный отстой. Что касается пассажирских перевозок, то жители Ленского района еще смогут добраться до поселений. Навигация грузовых судов также близится к завершению. Последние плавсоставы судоходной компании «Алроса Лена» ждут в Ленске к концу этой недели. После выгрузки они вернутся на зимний отстой в Усть-Кут. Дату официального завершения навигации в Ленском речном порту объявят после обработки последнего судна. В прошлом году коллектив порта проводил его 1 ноября. Перевозки на линии Ленск-Алекминск закрываются 13 числа, 12 последний теплоход выходит с Ленска до Алекминского и 13 возвращается назад до Ленска. По маршруту получается Витим, Пеледуй, Ленск и назад Пеледуй, Витим до 15 числа. Более 60% якутян имеют учетные записи на портале госуслуг и могут пройти предстоящую перепись населения онлайн. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной всероссийской переписи населения. Возможность быстро, легко и безопасно переписать себя и своих близких на портале госуслуг – это главная новация переписи. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись и устройство с выходом в интернет. Среднее время заполнения переписного листа составляет 23 минуты. При обходе жилых помещений переписчиками достаточно предъявить QR-код, чтобы подтвердить свое участие в переписи. В плавательном бассейне «Самородок» возведут подъемник. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация на 2 миллиона рублей. Отметим, что здание бассейна «Самородок» 1988 года постройки. Напомним, с 2014 года в здании бассейна размещается Центр адаптивной физической культуры и спорта, развивающий такие виды спорта, как легкая атлетика, волейбол сидя, футбол, настольный теннис, вольная борьба, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и стрельба из лука. На сегодняшний день центр посещают свыше 10 тысяч спортсменов. В Якутске состоялась пресс-конференция по итогам чемпионата мира по вольной борьбе среди мужчин, а также первенства России среди юниоров. Напомним, Раян Тютрин от команды Беларуси завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который прошел в Норвегии. Там он показал лучший результат из якутских спортсменов и в схватке за бронзовую медаль выиграл двукратного призера чемпионатов мира, двукратного чемпиона Европы Сулеймана Атли. А в первенстве России среди юниоров до 24 лет, которое прошло в подмосковном Наро-Фоминске, лучшие результаты показали братья-близнецы Алексей и Петр Копыловы, завоевавшие серебряную и бронзовую награды. Выступление среднее, недоволен результатом. Второе место – это самое обидное, чем третье. Хотел бы завоевать золото и поехать на мир до 23. Вот, не удался, второе место занял. В будущем сейчас на сборы поеду 17-го в Владикавказ. Крупнейшее российское рейтинговое агентство опубликовало списки лучших школ по каждому федеральному округу и каждому региону России за 2021 год. Информационно-технологический лицей номер 24 города Нерюнгри вошел в топ-20 лучших технических школ Дальневосточного федерального округа и в топ-5 школ республики, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля. О заслуженном признании лицея подробнее в сюжете наших коллег. Сегодня в лицее учатся 1237 учеников. Углубленно преподаются предметы физика, математика, информатика. Большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности учеников со 2 по 11 класс. Эта работа входит во все разделы образовательного процесса. Занимаясь самыми различными проектами, еще с 6 класса я начал активно этим заниматься. Сейчас я хочу показать наш общий проект. Это
диспенсер с распознаванием температуры и выдаванием антибактериального средства, а также небольшим экранчиком для демонстрации температуры. Сейчас мы продолжаем улучшать его и сделали деревянный корпус. На данный момент мы работаем над установкой гидропонной. Это растения, которые выращиваются на воде, не на земле. Плюс это гидропонные установки, что их можно выращивать растения также и зимой, с таким же урожаем и с таким же качеством. Лицей является экспериментальной площадкой Линтех, резидентом Сколково по учебной робототехнике, а также инновационной площадкой российского проекта образования по предмету технология. И здесь вот что важно отметить, что мы активно принимаем участие в грантовой поддержке. И вот на деньги грантовой вот этой поддержки, да, на эти финансы, мы приобретаем и компьютерное оборудование, и станки с ЧПУ, в том числе лазерные станки, значит, комплекты для робототехники. Без школьной экономики экспериментальная и исследовательская деятельность была бы невозможна. В рамках оказания платных образовательных услуг «Автокласс» школы иностранных языков «Раннее развитие детей» лицей имеет возможность приобретать дополнительное оборудование, расходные материалы, приборы для исследовательской деятельности. А нерюнгринцы взамен получают высокие знания, необходимые им. Путем такого взаимовыгодного обмена лицей продолжает покорять новые вершины. Екатерина Павлова, Вадим Парашков, Нерюнгри. Британская писательница Джоан Роулинг во второй раз после серии романов о Гарри Поттере выпустила новую книгу. Новая история писательницы получила название «Рождественский поросенок». Главным героем нового произведения стал 7-летний мальчик по имени Джек. Он отправляется в загадочную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку – поросенка по имени Пок. Отмечается, что в формате детской сказки в книге поднимаются сложные вопросы о жизни в приемной семье, разводах и семейном насилии. Роулинг посвятила произведение своему сыну Дэвиду. Военная картина про рядового Егора Черина собрала более 1,5 миллиона просмотров на YouTube-канале Watch «Русское кино» за 4 дня с момента публикации. Фильм снят по повести «Егор Черин», которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. Произведение рассказывает читателю о фронтовой жизни и приключениях смелого и находчивого солдата Егора Черина. На этом наш выпуск завершен. До встречи!